товарищи, как раньше намечалось, сегодня у нас круглый стол, обсуждение, дискуссионная площадка по проекту закона о государственной поддержке и стимулировании деятельности потребительской кооперации в сельских местностях Республики Саха-Якутия. Но мы к этому вопросу, к этому закону шли очень долго. Были проведены большие совещания министерства. Далее примерно в 2015 году, в 2014 году депутатами Колхоза тоже очень таком большом совещании, при наличии основного состава примерно обсуждали этот проект. Потом этот закон в прошлом году Колхоза депутатами агропромышленный комитет в расширенном составе проголосовал за этот закон, но впрочем, один депутат проголосовал при присутствии тоже министерств, ведомств и работников правительства. В прошлом году, 19 декабря, депутатами Тюмень закон прошел первое чтение, где 49 депутатов проголосовали за, 7 против, 8 воздержалось. И мы, согласно постановлению Тюмень, должны этот закон обсудить в своем коллективе, то есть в составе наших руководителей. Мы это вот недавно обсуждали. Еще должны мы обсудить с политическими партиями, с общественностью нашей республики и конечно, при присутствии наших депутатов. Но законодательная инициатива была народного депутата Тюмень Амосова Петра Львовича. Он начал первым. Но сейчас у нас появились другие, согласно закону, должно 3 партии поддержать. Справедливая Россия в лице Тимофея Васильевича, это руководитель Россельхозбанка. Владимир Михайлович, Единая Россия, членов вы все знаете, он поддержал. И Петр Львович Амосов. И ЛКБУ в лице Перфилия. Но сейчас еще добавились депутатов 10, это во главе председателем, спикером нашего семена Петром Васильевичем Гоголевым. Поэтому наши ряды с каждым днем, как говорят, поддержка идет потихоньку увеличивается. Но это, конечно, хорошо. Депутаты понимают, что закон таков сейчас нужен в республике. Потребительская кооперация все-таки, когда до рыночных времен была монополистом, сейчас очень большая конкуренция. Знаете, у нас очень много ипышников, целое министерство есть, сетевые компании появились, еще появятся. Поэтому мы работаем не в городах, даже в лучшее время. Колхоз не работал в городе Якутске, Мирном или в Венгрии, он только работал в труднодоступных населенных пунктах, там увеличивая доходность и создавая рабочие места для наших селян. И мы сегодня, я вот вступительным словом скажу, что все-таки эта дискуссионная площадка сегодня должна идти не как вопрос-ответы. Мы первое планируем выступления наших, тут присутствуют здесь депутаты, конечно, политические партии и преподаватели нашего торгово-экономического колледжа. Все-таки торгово-экономический колледж, к сожалению, до этого к этому закону вообще проекту никакого отношения они не участвовали при подготовке этого закона. Поэтому сегодня вот Валентина Петровна изъявила, сама сказала, что мы будем со всеми нашими студентами, преподавателями присутствовать. Эту площадку мы сами организуем. Поэтому сегодня организация этого круглого стола полностью лежит на руководство торгово-экономического колледжа во главе Валентины Петровны Кривошапиной.
Так, поэтому мы сейчас, таков план, сперва выступление вот присутствующих наших коллег, депутатов, потом будем вопросы и в конце круглый стол принять рекомендации к народным депутатам из Тюмени. Вот таков план проведения сегодня круглого стола. Есть другие? Нет.